И вот этого баба Марфа, баба Анюта, баба по той улице, Марфа, Юлька, Насточка, это были вообще удовы. И яны не знаю чего, я рассказываю, эту свечу называли удовья. Ну так, между собой. Что именно удовы ее сукали, ее удовы сделали после войны, все, и все говорили. И песня там такая была удовья, что-то там летели голуби, сели, вы помните? Вот. А после войны в 46-м году, я даже, ну як, я ще по своей памяти помню такую хатку, и где Нинка Лавреніха теперь живе. Тут жил дед Трофим таки. Ну деда того уже я же, естественно, не помню, а у его были пчелы. И вот, когда уже закончилась война в 45-м году уже, ну, наверное, трохи люди уже так отошли. До этого, видно, была свеча, ходила по деревне. И вот они говорят, что и это самое, они прошли уже, ну, уже у той год, наверное, они в 45-м еще не пошли, а уже в 46-м году, як уже трохи отошли, и они пошли к этому Трофиму и говорят: Трофим, дай нам воска. А воск тогда что же, это же не каждый даст, это же вощины делали, да все. Ну, и они говорят: мы сукаем свечу и будем опять возродим эту традицию. Я вот девчатам рассказываю, дед обычно бьет кабана, как раньше у деревни, к Октябрьским. А я говорю: дед, что ты кабана не бьешь? Он говорит: ага, сейчас. У нас в этом году свеча к нам придет. Так надо было забить кабана, того, что сегодня вот, я, например, 20, яны собирались перед етом, уже заговаривались, что с пары, ну, там тогда же, может, так люди не пили, ну, да их и те, хоть и ваврина, бутылка горелки. Як уже одна баба шла, это уже было бутылка вина, она могла есть. А закуску усю готовила. Вот у меня в этом году эта свеча уже стоит у меня в хате, значит, я такие, ну, як бы теперь сказали, шведский стол накрыть, там бутерброды, там такий легенький стол, потому что все приходят, и тут где-то уже у хозяйки выставляют свои бутылки на столе. Выставили, их пересчитали, на бумажку записали, сколько принесли бутылок горелки, сколько вина. Все, сели тут, выпили, закусили. И уже, ну там, обычно они уже по темному, наверное, собирались. Это что, я же говорю, 6 часов уже темно в ноябре месяце. И переходжують у другую хату. И горелку эту, и они переносили туда. Но закуска уже у того хозяина, к которому они приходили, он их сегодня кормил, например. И завтра уже день гуляния, и они их кормили. Поэтому кабана нельзя было бить к Октябрьским. Надо было кабана забить к свече. А было такое, что никто не хочет брать свечу, например? Не, вот знаете, я не знаю, но вот як это бабки мои рассказывали, вы что, это ж такие был, ну, такое свято, правильно, и она ходила по каждой улице своя свеча. Вот тут вот, и где вот теперь Таня Панция живе, это ж была другая улица, у них была своя свеча. А на каждой улице по свече? Да, да, у них была своя свеча. И вот я девочкам говорю, ну, я не говорю: Груня Федоровна, у Буди свеча тоже это ходила, но она ходила по весне, 22 мая, это на Миколу. А у вас на Михаила? А наша Михайловская, на Михаила, Михаил Архангел. И это самое, я покровитель. И она у нас на Михайла. И у Новоселках. И у Новоселках, я знаю, там вот у одной женщины, когда я забирала эту свечу уже, а эта Дина мне сказала, я говорю: знаете что, а у меня тоже так, ну, так получилось, короче, у меня муж рано помер, а потом еще Артем учился, ну, а я понимала, что чтобы забрать свечу, это мне надо сделать гуляние какое-то. Я говорю: вот Артем кончил учиться, у меня появятся гроши, и я ее заберу обязательно. И вот это он кончил учиться, я в 2002 году я ее уже забрала. Например, я отдаю в этом году, и уже я буду вам передавать эту свечу. Я должна была пошить ей платье пошить наверх
и положить вот сюда его рубль, там, те 2 гроши в скринку эту. Я даже не знаю, тут, наверное, ще старинные те Должны рубли быть. лежать. Ну, это мы убачим, як это самое. И это самое. И это все женщины, которые передавала, те шили. Вот это платье я могу, вы даже можете у меня и спрашивать, что это Гальки Саньковой было платье, Кевлевой такое. Это я из яе куска пошито. Вот это, например, ну, не знаю, кто шил. А так, ой, это с платка, это какая-нибудь Марутка шила, и такие платки. А когда уже она ко мне пришла, ну, естественно, я же уже не буду такими страпками шиться. А у нас тут ее дом, это самое, дом быта. Не, як ты ее называю? КБО. Да, КБО, это же не дом быта. Я же уже заговорилась. КБО. И у нас там очень хорошая портниха. И куда я уже ее принесла, мы ее пошили самое первое этого платья. Ой, это же сейчас я покажу вам. Вот это вот платье, ой, это крестик, наверное, что там. Ой, это, у этого платья, у это платье она пошила, это мы свечечку потом запалим. У это платье она пошила первая Нина. Вот такое платье. Это она и пошила, это уже, як я ее забрала, принесла, это было такое платье. Бачите? Ну это же надо было придумать ее и так пошить. А потом уже вот такие были шторы. Шторы это были такие. Мы видно, что бабки шили сами своими руками. Во, бачите, во як. Ну, он такое, во. Во, не подрублено. Вот даже може, о, и оно видно, что своими руками люди шили. Это ще бабкиных. На ёй было столько платьев, но они были все потлевшие. И когда я его, это самое, а где-то, во, еще, думаю, я ж 3 платья кидала, думаю, все-таки 3 платья оставлю. Ой, они какие. Резиночки вставляли. Вот это такие платочки были. И вот, я на все руками шито. Может, оно и надо было, чтобы было руками пошито. Но это же как старые люди. Такие мотузки его затягивали. Но, а это именно... Ой, это сама свеча, что называется. Это мы уже, ну, вы бачите, як мы ее позаливали. Ну, заливали мы, у церкви купляли свечи, потому что она вся была распалась, у этом стояла у сырости, а это обыкновенный воск. Ой, потрогай, погляди, потрогай, я в руках подержи. На, ой, на. Ну-ка, так, держи. А тут вот, тех, не, наверное, а может там, не, ну там будут какие-нибудь гроши. А, вон бачу, ще зайчики те, или что это такое? Помните, были? Ну, тут еще так чисто же, газеты. Вон, бачите, какие там гроши еще. Вон, зайчики, белочки, наверное. Или что это? Ну, это, наверное, белочки, да, были, как тебе говорили? Ой, они. И когда переносили, это сюда вкладывали. А что это вот это за бумажка? А это, видно, кто-то проскура с церкви. Ну, это, ну, значит, кто-то положил ее сюда, значит, она надо. Ну, это, может, я брала, так она тут проскура это и лежала. Ну, а вот этот котелок, это в войну с гильзы или со снарядов делал где-то такие, это Шаушенко дядька, Петька, и он делал, и, ну, люди ели их еще, и вот и они его у этой котелоки поставили. И, ну, я не ж говорю, это я вообще говорю, дай нам у школе, у музее, а я говорю, не отдам. Потому что это не мое. Вот, сейчас мы... надо же ее замотать. А замотали просто я красной лентой и обмотала того, что она такая вот, что трохи была неуклюжая. А сразу мы, як ее сделали, так тогда это самое... у бинт эластичными надолго стояла. В эластичном бинту. Это, може, які газети. Ну, это уже будут... Я не тую правду, як фотографировали.
У него это еще такая... Нет, тоже будет уже более 2000. Ну, и это самое, так она была с 48-го года, но это я кветка проезжала. 83-й это вот год. это 83-й год. Тут уже газета. 83-м. Ну, это ще в 83-м, это где-то там, я ще по деревне ходила. Я ее в 2002 году забрала. И она у этой бабки простояла, и она говорила, не, надо разобрать. Ну, я решила, что... И она говорит, если ты ее не заберешь, ее больше никто не заберет, и никто ее не сохранит. Это уже в 90-х годах, я уже як-то трохи запустили, что стали люди. Например, баба моя померла в 86-м году, дед помер у 70-м, у 79-м году. И вот як уже стали так более уже по такие старейшие. Ну, як стали уже такие более старейшие помирать. И она уже, и это самое, а тут она уже к Дине пришла к бабе, и тут она уже застопорила у баби Дины. І я дуже довго і настояла, і нам более у того про ту, что вы Так, сказали. весна казалось, что они там с мужем носили эту великую икону, переносили. Да, Что, да. да. Так икона, я же говорю, что икона была, но икона тут, сейчас мы такого, давайте запихнем, чтобы она лучше стояла. Я такой, не болталась. Пихай туда. Ой, стойте, я застряла там. Ну, чтобы она устойчивее была. Это вообще должны влезть этой бумаги. Вот. Она тогда устойчиво стоит. А вот у Гуни Федоровны тоже на той улице была свеча. Там, конечно, была вон тетка Манька тая, что тоже ж говорили, на Богу еще верила. Я вот сюда этого платья, это, что я вот оставляла этих платьев, так я вот это платье, сюда уже это ихное платье, я его самым первыми надеваю. Думаю, все-таки ж это ихное. Да, оно же видно, что вручную. Ну. Ну, без нового платья. Ой, она ей було, яке я забрала. А? Передавать нельзя без нового платья. Да, надо новое платье пошить. Я ж говорю, я их забрала, на їх може було 18 платьев, но они все были сотлевшие. Дай, кажу, сырости, да все. И они все были сотлевшие, это платье. Я же говорю, у Гальки у Кевлю такое было платье. Я ще була беременная, и она мне его давала бачить. А некоторые казали, что старые это платье треба нести до церкви отдавать. В церкву надо было. Ну, а они были настолько, они были такие, и, ой, як я принесла ей, она была такая вонючая моя девочка эта. Ой, Господи, хай Божечка простить. Ну, в сырости, стояла в сырости. Може, надо было и в церкву, но мне тогда, може, никто не подсказал. Я его, пока высушила, пока провела в порядок. И там тоже поправляю, то я же не бачу, кстати. Ну, а вот это уже бачите, современные такие, пошитые, обметанные уже, вон. Ну, да, Вон уже все, уже як положено, подрублено все. Это уже наша Нина Михайловна такая, мастерица. И с бантами, и с пробомбасами. А тогда я же говорю, Михайловна, наши же девочки уже, юбилей будет. Это нечто, это платье получилось самое длинное. Так я его на резинку подставила, чтобы его Снизу там. за это самое. Сейчас мы его так хватали. Вот там резинка у него. Мы за... О. А вот это уже я венчальное такое платье. А это тогда сверху. Это я уже сама придумала, чтобы не запалились платье такое. Придумала. Но и это самое. А вот это крестик и иконка. Это и оно пришло с этим с крестиком и с этой иконой Божьей Матерью. И оно ко мне пришло. И крестик вот его.
Ну, ён костяны, я не знаю. И вот это крестики иконка, это же вот представьте себе, что она и у бабы у той где-то на чердаку лежала и стояла, и ничего. Ну, вот, и крестики это. И главное, что на этих ниточках. Я даже не стала ни ниточки, ни что. Ниточки не погнили. О, а это мне так подсказал Артем, говорю, мам, и наш капає як. А это такой манжет уже сделали мы, чтобы уже для красоты. Ну, и где-то свечечка-то, я, наверное, сюда идет. Ну, можешь запалить, хай горит. Ой, какая наша девочка. А мне казалось, что она у меня стояла, это была я же самая счастливая. Дети, внуки были малые. Илья родился в 99-м году, а ему было 3 года. И Танюшка в 2003-м родилась, тогда ей год был. И они все время спрашивали, бабушка, а что вы научили платьях? А я говорю, это наша девочка. И мы такие прозвали. И вот кто только не придет к нам, ой, а что это у вас такое? И они всем говорят, хотите покажем девочку? Хотите покажем девочку? И вот мы такие прозвали нашу девочку. А этой вот девочке, уже говорю, будет уже 80 годов. Ну, конечно, я теперь ей не жалею, что я им отдала. Наоборот, если бы я, наверное, отдала ей ветку, у меня больше какая-то была такая... А тут, ну, я пришла, поглядела, ой, девчата, у вас свечки не кончились? Не, он принесу, еще положу там и лежать свечки. Ну, и на их, ну, и на как будто бы тут у меня радуме дома. Я уже отдали у церкву. Вот каждый двор брал. Вот, как перед покровом его носили, тогда с одного брал, другие так вот и шла. А я теперь уже отдали туда. Сразу обед постный готовили, людей собирали. Ну, а тогда уже на завтра уже свячу носили, эту соломку настилали, в другий двор переносили. Теперь уже немає этого, мои дети. Иконку ту носили, она так отчинялась, и несут эту икону уже в другий двор. Она в будущий год тогда, допустим, от меня вон туда переносили на ту сторону, вот так вот. А хто був на той іконі? Там Михаїл, наприклад? Ну, там и Матерь Божия была, и Иисус Христос, и там эти Николай Чудотворец, ну, там багато этих богов было. А у нас на Покрова носили. На Покрова. Угу. Вот перед Покровом это уже вечера была, а на завтра уже такие уже непостный обед носили. А сразу там, ну, носили тогда кто зерно принес, а кто гроши, вот так. Тому, кто брал, ну, у кого иконка была, на завтра ее переносили в другую. А що з постного готували? Ну, там який суп, ну, чтобы не мясный был, там, ну, салаты всякие, капуста вот такая на аллее, вот так было. А куцю? Ну, и кутю варили его. А канун? А? Канун. Ну, и канон забыл, ну, постное все было. А канун як робиться? Канон, ви кажете? Ну, это канон, это, ну, допустим, печенье брали его там, ну, с сахаром, мед или медом, и тогда каждому передавали с ложечкой ядуть, каждому в таком. А було таке, що ніхто не хоче брати ікону? Были и такие. Ну, тогда, говорят, вроде, это уже иконка плача, что отказались от него. Ну, такие были богатыри, и они не брали его. Святые. Это вот тогда, кто болел, так переносили. Вот если болеет человек, так через его переносили эту святу. Ну, кто его знает, он получал уже тени, но это так вот делали, переносили эту святу. Ну, теперь не носят, так. Теперь мало в церковь ходит. Коли у нас церковь болотни, а то у Карме, а куда я? Я бы ходила, мои ноги болят, спина болит, никуда уже не хожу.